сказать? Что вам сказать? Роман для ўсіх нас сын. Мы ўсе маці. І таксама кожная маці, калі такое здарылася з гэтым маладым чалавекам, думае пра тое, што было б з ёю, з яе сэрцам, калі б гэта быў яе сын. Хай Бог закрывае, каб хоць адна маці хараніла сваё дзіця. Таму я разам з маім народам, разам з жанчынамі, разам з маладымі і сталымі людзьмі выходжу на гэтыя маршы, каб спыніць гвалт, каб сказаць, што мы не хочам, каб нашы дзеці без вайны гінулі на наших вуліцах, у сваіх дварах. Мы хочам, каб быў здзейснены такая змена здзейснена, каб мы жылі па законах, каб быў закон для ўсіх, і для прэзідэнта, і для любого чалавека. Мы хочам жыць у краіне, дзе не гінуць людзі за тое, што яны рысуюць муралы. Вось такая думка. Дякую вам велике, дякую, что пришли. Вот Написали, это что символ. означает, Это вот Господь сам нам указывает, что вот символ Рома Бондаренко – это символ Республики Беларусь, РБ. Чудеса, правда? Но я не знаю, такую жертву мы принесли. Как раньше, за освобождение приносят лучших, там какие-то жертвенные приношения, чтобы за светлый путь, все. Вот так вот Господь нам дает. А еще хочу сказать, молиться надо, молиться и молиться. Если все начнут молиться, это поможет, потому что палкой, видите, ничего не добьешься. Как говорит, лаской добьешься, а лаской и молитвой. Господь нам поможет. Я хожу за нашу молодежь. Я уже старый человек, мне душа кровью обливается, как погибает наша молодежь. Сколько уже погибло, и никому никакого дела нету. Мы боремся за этот, как сказать, я забыла уже это слово. Вот. И что еще могу сказать? Не знаю. Высказаться. Скажите, вы откуда? Херсон, Вы с Херсона? да. А чему тут пришли? Я буду стоять за этих людей. Это братья. Надо будет умирать. Буду умирать. Мы этот клочок не отдадим. Мы пришли сюда, потому что против, чтобы убивали наших детей. Это невозможно. Я сама видела, как хватают, кидывают в автобус и избивают ногами. Кто это будет терпеть? У меня дети, внуки. Естественно, я буду ходить. Сегодня пришли сюда, и что вы хотели сказать? Очень больно, у всех слезы. Хотелось почтить память, и не могу говорить. Что хотите сказать? Мы пришли, потому что нельзя в этой ситуации оставаться дома. Все. Тут больше нечего сказать. А что вы думаете про такое житие в Украине, где могут тебя забить, словить, закинуть в турбу? Очень страшно. Очень страшно, и не хочется жить в такой стране. Хочется, чтобы наконец-то это все закончилось. И хочется каких-то от государства более человечных слов, чем то, что они говорят. Потому что, мне кажется, люди вообще не могут так говорить и выражаться. Это неправильно. Не знаю. Лучше быть человеком, чем... слов вообще уже не хватает, если честно, за все это время и все, что произошло. Дякую. Я не умею говорить. Почему вы пришли сюда? Что у вас? Я сам подержу микрофон. Я пришел, терпеть не можно, сердце болит за то, что робится в Украине. На марш пойти не могу, нога болит. Ось пришел, настоящего человека мемориал подтримать,
не умею сказать, не умею, сердце болить. Ну а як не выйсці? Як не выйсці, калі такое адбываецца, калі гінуць людзі ні за што. Не выйсці, гэта памяць пакрыўдзіць тых людзей, што ўжо загінулі. Таму прыйшлі. Сами не боитесь? Боимся, конечно, а кто не боится? Все боятся. Все разумные люди боятся. Что вы хотите, как змінилося в Україні? Що там робить зроблено? Павінна змяніцца ўлада і пачаць работаць закон, працаваць закон. Зараз закон не працуе наогул. І усе, хто павінны ў гэтых жертвах, ахвярах, яны павінны за гэта адказаць.